Добрый вечер, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад в очередной раз встретиться с вами в рамках программы «Конституция и мы». Я хотел бы отметить, что 1 апреля 2025 года президент Российской Федерации подписал указ о 400-летии города Якутска. Все мы действительно знаем, что в 2032 году будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. Предстоит много работы, ну и, конечно, по разным аспектам. Сегодня тема нашей передачи звучит следующим образом. Навстречу 400-летнему юбилею города Якутска вопросы сохранения исторического наследия Якутии. И в связи с этим мы пригласили к нам в студию руководителя управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия Николая Афанасьевича Макарова. Николай Афанасьевич, добрый день, добрый вечер. Хотелось бы отметить, что действительно ваше управление проводит очень большую, если не сказать громадную работу, потому чтобы объекты культурного наследия в соответствии с 44 статьей Конституции Российской Федерации содержались должным образом, потому что это все говорит о том, что мы должны соблюдать историческую правду, мы должны вовлекать молодежь в то, чтобы эти памятники рассказывали и, я думаю, служили определенным примером для новых поколений. Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях деятельности вашего управления. Добрый день, дорогие слушатели. Да, как Александр Николаевич вы сказали, наше управление занимается охраной объектов культурного наследия. Что туда входит? Туда входит весь тот спектр работ, которая связана с сохранением нашего культурно-исторического наследия, но есть некоторые особенности. К примеру, в республике насчитывается тысячи и тысячи памятников самого различного уровня, размера, вида и так далее. Это выдающимся людям, это и событиям, это и таким моментам определенным. Но не все они входят в реестр объектов культурного наследия. Для этого нужно провести огромную работу. В связи с этим есть реестр объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия, который насчитывается на сегодня 1936 памятников. На самом деле памятников гораздо больше. Туда входят памятники археологии, самое большое количество, их порядка 1100. А все остальное это и памятники монументального искусства, и памятники архитектуры, и памятники истории. Особенно отдельно можно упомянуть и достопримечательные места, то есть священные места, связанные с историей, культурой народов Якутии. Наше управление их охраняет с соблюдением режима охраны, но огромный пласт нашей работы составляет так называемое проведение историко-культурной экспертизы. Что это означает? Допустим, любые работы, связанные с землей, это будь то дорожно-строительные, промышленные, просто строительные и так далее, должны пройти экспертизу на предмет наличия историко-культурных ценностей. Застройщик, человек, который должен, или учреждение, которое должно провести эту работу, должно перед нами доказать, что ту землю, которую будет он застраивать, превращать в дамбу и так далее, карьер, не несет в себе культурной ценности. Это огромная работа. Потому что у нас республика большая и в большинстве случаев труднодоступная. Вот эта сфера у нас всегда в особом счету. Угу. То есть, получается, вы взаимодействуете, например, с Министерством строительства, да? Информацию кто вам подает? Как вы можете определять, что здесь начнется стройка? Вы должны со всеми муниципальными образованиями держать, как говорится, короткую связь, или как это происходит на деле?
Хотя мы руководствуемся главным образом 73-м федеральным законом от 25 июня 2002 года, но этот закон взаимодействует фактически со всеми законодательными актами основными нашей страны. Имущество, Уголовный кодекс, Административный кодекс, Земельный кодекс, Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и так далее, и так далее. Довольно-таки сложный такой момент. А механизм я сильно упрощаю, когда довожу до вас. Человек, который желает, планирует использовать тот или иной земельный участок, обращается к нам с вопросом соответствующим. Есть ли культурные ценности на моем участке? Мы изучаем нашу карту, реестр, и там вопрос, два ответа может быть. Да или нет. Но еще есть такой момент. Сведений нету. Если сведений нету, мы ему даем задание провести историко-культурную экспертизу на предмет наличия. Есть специальная категория экспертов, аттестованных Министерством культуры Российской Федерации, которые имеют право решать эти вопросы. Этот застройщик по нашему заданию обращается к этим лицам. Эти лица получают право изучить данную территорию и дают справку, который пишет, что да, этот участок может разрабатываться, потому что там исторических ценностей нету, но может быть и другой. Вот вы видели, наверное, когда на некоторое время было приостановлено строительство гостиничного комплекса «Космос». Или, допустим, вот по Каландрашвили многоэтажка тоже была приостановлена. Это из-за того, что там эксперты выявлены ценности. И тогда возникают другие отношения. Мы уже даем задание провести спасательные работы. То есть застройщик обязан провести археологические раскопки и вытащить на свет Божий культурные ценности. После этого эксперты снова проверяют и говорят, теперь можно. И тогда он приступает к этой работе. То есть это требование, норма градостроительного кодекса, что он обязан обращаться к вам? 73-го федерального закона. То есть все строители должны реализовывать эту норму. Да. Правильно? Мы пытаемся в этом случае тоже упростить некоторые моменты, потому что приостанавливать на года строительные площадки это не в чьих интересах, и в большинстве случаев могут пострадать все. Поэтому мы пытаемся заранее выявить эти территории городских на черте городов, что эта территория имеет культурные ценности, а эта территория нет. Поэтому мы убыстряем. Но бывают исключительные случаи, когда они обязаны провести работу. И последние годы довольно-таки мы постарались показать каждому жителю республики, какие ценности содержит наша земля. Археологические раскопки вы имели право это посмотреть и по всем каналам нашим. И именно заказчиками этих работ были эти лица. То есть туда не были предусмотрены бюджетные средства, и они заказывали за свой счет. Я думаю, что такие находки мы нашли, что все остались довольны. Скажите, пожалуйста, какие достижения в вашей работе вы могли бы отметить сегодня? Установление системы порядка охраны культурного наследия. То есть я работаю уже 7-й год, после Нового года будет 7 лет, как я занимаюсь охраной культурного наследия, и отмечаю то, что отношение людей к культурному наследию, именно заинтересованность в изучении улучшается, увеличивается. Чем я замечаю? В этом году мы проводили раскопки по улице Каландрашвили, всем известную. В прошлом году начали, в этом году закончили. И на сегодня, когда завершали работу, руководитель этих раскопов, Фролов Иван Викторович, мне сказал, что в этом году в этих работах были привлечены 168 молодых людей, археологи. То есть каждый год желающих принять участие увеличивается. Или в Каптагае почти 7 тысяч квадратных метров мы изучали,
я очень сильно боялся и очень сильно сомневался, что желающих в таких тяжелых условиях работать будет мало. Но желающих было больше. Гораздо больше, чем мы могли их принять. И это говорит то, что заинтересованность увеличивается. Или реставрационная деятельность. Вот только что я пришел с открытия памятника в селе Капитоновка, Капитонову Дмитрию Прокопьевичу. Памятник стоял разрушенный, и весной ко мне зашла молодая предпринимательство Андреева Саргалана Николаевна из Алекминского района. И сказал, что хочет восстановить памятник. Мы показали, и она все лето работала и восстановила. И вот сегодня открыли, и я перед вами после вот этого открытия. То есть она пришла к вам, ну вот так, по своей воле, любой памятник она готова была? Или именно вот целенаправленно на этот памятник была нацелена? У нас действует проект «Сохраним памятники», начатый главой нашей республики Арсением Сергеевичем Николаевым в 2019 году, и мы всем объявляем, что все желающие могут принять участие в сохранении памятника. И когда предприниматель заявляется, мы даем на выбор. Благо у нас памятников, требующих восстановления ремонтных работ, много, и они выбирают по своим возможностям, по своим желаниям и так далее, ну, главным образом возможностям. И она выбрала вот памятник в Капитоновке. Поверьте, восстановление даже небольшого памятника требует очень много вложений и средств, и сил, потому что, сами понимаете, они были установлены еще в 50-х, 60-х годах, и на части конструкции и так далее, они довольно-таки и заново все это приходится делать. И это очень нелегкий труд. И вот то есть она все выдержала? Да. Вы говорите капиталоемкий вообще-то, да, процесс? Но все она достойно выдержала и торжественно открыли. Как ее зовут? Андреева Саргалана Николаевна. Генеральный директор ООО «Три восьмерки». Да, мы благодарим за такую общественную и гражданскую активность. Тем более пример был подан главой республики, и это, конечно, значимо. И то, что вот этот пример сегодня работает, и люди подключаются, и, наверное, в будущем будет тоже много желающих внести свой вклад. Скажите, пожалуйста, вот в чем особенность наших памятников, в отличие от других регионов? Каждый регион гордится своими памятниками и своим наследием. И, естественно, наш регион тоже имеет свои особенные памятники. Самой большой категорией памятников у нас составляют, конечно же, памятники Великой Отечественной войны, и вторым идет памятники Гражданской войны. Я как историк замечу, что по сохранности, по приоритетности памятников можно проследить, на что жители тех или иных регионов уделяют внимание. То есть могу сказать, что памятники Великой Отечественной войны у нас самая большая категория, потому что наш регион, Якутия, сделал очень большой вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. А вот 119 единиц периода Гражданской войны говорит то, что мы претерпели очень много лишений в период Гражданской войны, и мы стараемся их увековечивать. Но и еще особенность в том, что у нас очень много памятников архитектуры, например, православия. То есть памятники церкви тогдашнего времени, примерно с середины XIX века, они были построены местными жителями. Именно они собирали средства, привлекали своих сородичей на строительство и так далее, так далее. То есть это тоже особенная категория. Тоже можно сказать, что на что мы уделяем внимание. И последние годы довольно активно мы работаем над сохранением священных мест, то есть территорий, связанных с нашей историей. На сегодня, допустим, закончена экспертиза местности Чебыда, долине Аркени Хангаласского района. Это по Окладникову, именно в этом месте жил Тагандархан со своими сыновьями. Есть там еще и место, которое называется Тагандар Серелеспиттер. Прямо так и называется. Прямо так и называется. Вот этот, и к этим местам тоже особенное отношение. И отношение к этому у нас увеличивается. У нас много планов.
Но мы не спешим, потому что каждая территория должна быть изучена и проведена экспертиза дотошно, чтобы потом ни у кого желания посягнуть на эти территории не было. Мы идем очень медленно, но верно. Скажите, пожалуйста, вообще вот в целом в каком состоянии находятся памятники? Еще 5-6 лет назад я бы сказал, что очень плачевно. Но вот благодаря проекту «Сохраним памятники», благодаря отношению муниципалитетов, отдельных руководителей ситуация улучшается. Вот сегодня мы открыли 55-й памятник по проекту «Сохраним памятники». К победе мы отмечали, что по всей республике отремонтировано свыше 200 памятников Великой Отечественной войны. На сегодня мы отмечаем, что в плохом состоянии памятник Великой Отечественной войны по нашей информации нет. Может быть, где-то что-то есть, но такой информации у нас нет. То есть ситуация улучшается. Отдельно, признаюсь, мы пока не решили вопрос с самыми большими нашими памятниками. В частности, реальное училище в городе Якутске, в частности, мужская прегимназия и так далее. То есть с крупными проектами у нас пока остается сложность. И мы на сегодня работаем над тем, чтобы к 400-летию города Якутска и будущее время эти вопросы были решены положительно. И отдельная тема, сложная тема является то, что у нас очень много памятников бесхозных. За них никто ответственность не несет. И тут мы работаем медленно, наверное, потому что обращаемся в прокуратуру, в суд, чтобы у них появились собственники. Вот смотрите, у вас есть, собственно, реестр, да, учета памятников, но сейчас вот, допустим, в муниципальных образованиях появляются новые памятники, в том числе вот участникам специальной военной операции и так далее. Они об этом извещают вас до того, как построить памятник, или по факту? Наши полномочия пока не распространяются на новые памятники. Мы за ними не следим. Это ведение находится в своих муниципалитетах, районах, работает комиссия. Придет время, и мы будем этим заниматься, например, воинскими захоронениями. Есть такая категория, правда, это отдельная категория от памятников истории и культуры, называется воинские захоронения. И этот вопрос будет поднят в будущем. И уверен, что они будут взяты под охрану. Правда, мы просим, рекомендуем. Именно рекомендуем, потому что приказывать не можем пока, чтобы эти памятники делали долговечными материалами. Потому что хоть изучение истории сохранения памятников в Якутии еще в 50-х годах, 60-х годах и в начале 80-х годов отмечали, что очень много памятников в Якутии делаются недолговечными материалами. Деревянные, в то время деревянные и так далее, вот кирпичные и так далее, которые имеют так свойство потом разрушаться. Меня сейчас, честно скажу, чуть-чуть беспокоят бетонные памятники. Хотя все говорят, что бетон вечный материал, но я вижу обратное. Очень тревожная ситуация. Если, допустим, памятник бетонный, изготовлен из бетона, я бы рекомендовал насторожиться. Потому что у нас условия суровые, у нас температурный перепад другие, и как поведет себя такой искусственный материал, как бетон, через первый десяток лет простоит. Но мы памятники будем сохранять столетиями, десятилетиями. А в это время как поведет себя этот памятник бетона? Вот это вызывает. Поэтому мы рекомендуем изучать этот вопрос. Действительно. Но в целом вы какие-то обучающие семинары или что-нибудь такое проводите для того, чтобы было понимание вот этих нюансов? Постоянно. На прошлой неделе мы провели семинар для наставников движения первых. Очень много людей, учителей приняли участие. До этого в начале осени провели семинар для представителей муниципалитетов. Еще будем проводить. То есть мы замечаем, что 1-2 семинаров не хватает. И каждый год мы по любому поводу проводим семинары.
Мгм. Ну, это здорово. Но мы вынуждены прерваться на рекламную паузу. Я хотел бы отметить, что у нас в студии работают режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. Будьте с нами, будет еще интересно. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. В эфире очередная передача в рамках моей авторской программы «Конституция и мы». В студии автор и ведущий Кимкин Александр Николаевич, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России. Ну и мы в студии ведем разговор с Николаем Афанасьевичем Макаровым, руководителем управления по сохранению культурного наследия в нашей республике. Но я здесь вот следующий вопрос так бы поставил. Вот для нас, для государственных и общественных организаций, наверное, очень важным является реализация указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И я думаю, что вот сохранение памятников как раз таки относится к этой категории. И вот с этой точки зрения хотел бы спросить, какова сегодня роль и влияние как государственных, так и общественных организаций? Я бы тут сказал, это их влияние решающее. Поэтому мы стараемся взаимодействовать и свои действия, проекты, акции согласовать с общественностью. Без внимания общественности удачно сохранять наследие невозможно. Я в этом убежден, и в этом еще больше убеждаюсь с года в год. Именно общественность, именно отношение простых жителей к своему наследию и является решающим. Если они не будут и не захотят сохранить, никакой орган, никакая власть тут не поможет. Поэтому мы очень активно работаем с обществом охраны памятников, советами краеведов и вообще со всеми краеведами района, которые готовы с нами сотрудничать. Это я убежден в этом. И другой момент, эта защита должна быть грамотной. То есть, когда мы говорим охрана культурного наследия, мы должны опираться на законы. Хорошо, когда мы опираемся на легенды, на мифы, на сведения определенные, отрывочные и так далее, но мы должны опираться на законы. Пример. Я вот уже сталкивался с такими случаями, когда местное население считает за священным то или иное место. Они там выросли, там находятся могилы их предков, они ежегодно там собирают с детворой, собирают ягоды, грибы и так далее. И в какой-то момент так бывает, что есть необходимая разработка этой территории, и возникает вопрос воздействия на этот ландшафт. И они начинают сопротивляться. И с удивлением узнают, что, оказывается, эта территория не защищена. И имеют полное право использовать данную территорию под что-либо. И они пытаются защититься, и тут уже поздно, потому что нормы закона не жесткие. И, соответственно, мы работаем с населением, чтобы наиболее ценные священные места сохраняли сейчас, чтобы потом никаких таких моментов не возникало. И еще один момент. Очень вот в Старой Табаге, например, такой вопрос возник. Люди считали, что это священные четыре, но мы с ними, наши общественники тоже поработали, объяснили, вот, чтобы не слишком было поздно. И мы всегда говорим, что вы можете обратиться в управление охраны культурного наследия к нам, и мы вам дадим необходимую консультацию. Да, я согласен, это очень непросто. Оформлять документы, заказывать экспертизу, это очень трудный, долгий процесс, но мы готовы сопровождать этот процесс постоянно. Скажите, пожалуйста, вот у вас кто такие являются партнерами? С кем вы взаимодействуете наиболее плотно? Возможно, вы с Северо-Восточным федеральным университетом, возможно, с Институтом гуманитарных исследований. Есть, наверное, партнерство? У меня в кабинете висят флаги наших постоянных партнеров. Мы им в знак уважения и признательности, у нас есть уголочек,
где мы их флаги вот прямо в флагшток заказываем и вешаем, и им показываем, вот вы являетесь постоянным партнером. Чьи флаги там висят? Ну, отмечу, что там висит флаг Якутского республиканского отделения ВАПИК, Общество охраны памятников, руководитель Васильев Руслан Васильевич. Там висит флаг Арктического научно-исследовательского центра, археолог, который в лесте Соловьев или Николаевна является нашим постоянным помощником. Там висит флаг Института гуманитарных исследований, тоже ученое сообщество, тоже без ученых в нашем деле никак, без экспертов ученых. Там висит флаг исторического факультета, наши будущие кадры. Там висит флаг реставраторов дизайн-студии «Уран» и так далее. То есть это является нашими партнерами. То есть если посчитать наших партнеров, видно, какое направление мы работаем. Это археология, это реставрация, это документирование и так далее. Вот они являются партнерами. Но я бы не ограничился только ими. Все, кто интересуется историей и желанием сохранить наши памятники и исторические места, мы считаем партнерами. Бывает, что приходят главы наследников, отдельные энтузиасты и говорят, что нужно сохранить тот или иной памятник, взять под охрану тот или иной дом, выдающийся человек. И мы начинаем сразу работать. Реагировать. Да. А вообще вот управление, какова структура вашего управления? Наше управление было создано в 2016 году. На сегодня является самым малочисленным органом исполнительной власти. Нас 11 человек. Из них 8 это специалисты государственной власти республики, 2 федеральные инспектора и 1 привлеченный. То есть мы, так как мы исполняем федеральные полномочия, еще вот 2 штатные единицы нам выданы через федералов. Есть управление Минкультуры по Дальнему Востоку и Сибири, и мы с ними работаем. Подведомственных учреждений, структурных подразделений на местах у нас нет. Поэтому мы стараемся компенсировать это минус. Потому что сами понимаете, что у нас некоторые памятники очень труднодоступны, и у нас есть договор с Министерством экологии, у которых на порядок выше штатные единиц, специалистов, и мы взаимодействуем, чтобы наши памятники они тоже смотрели, если мы попросим их в этом. Ну и по местам где-то управление культуры районов, где-то строительное управление, работать над этим. То есть стараемся, чтобы в каждом районе был специалист, который занимается памятниками. Или это может быть музей. Но, правда, текучесть кадров в районах иногда мешает. Согласитесь, обучить человека азам охраны культурных наследия довольно-таки сложно. Я уже говорил то, что у нас очень огромный спектр законодательных актов, в которых еще нужно разобраться, успеть разобраться. А если человек не разобравшись уходит, приходит новый, приходится заново начинать. Вот такие моменты у нас есть. Ну, если вот вернуться к раскопкам, в этом году какие вот важные раскопки проводятся, и есть ли у вас возможность планировать эти раскопки? Как вот это происходит? Вот, Александр Николаевич, очень хороший вопрос. Есть ли у вас возможность планировать? Планировать возможность у нас ограниченная. Вы заметили, наши слушатели заметили, что государственные программы проведения раскопок нет. То есть у нас нет возможности на 10 года планировать изучение тех или иных культур. Хотя в этом потребность есть. Очень сильная потребность. Допустим, была бы государственная программа или подпрограмма под программой, государственной программой образования или культура, чтобы мы имели возможность изучить, допустим, заселение Якутии теми или иными культурами с палеолита. Но, к сожалению, пока такого нету. Но мы поэтому работаем активно, как я уже сказал, с застройщиками. В этом году результаты раскопок очень... Мы ими довольны. Мы завершили раскопки по улице Каландрашвили, завершили раскопки в селе Каптагай Мегино-Хангаласского района. И результаты очень хорошие. Притом, кроме найденных артефактов, я отмечу, что Каптагай и раскопки были проведены местными археологами из Института гуманитарных исследований, и наших коллег
СВФУ, АНИС и так далее. И, знаете, это были масштабные раскопки, которые нам дали очень большой опыт. Еще в прошлом году новосибирские археологи работали в Мирнинском районе. 16 тысяч квадратных метров. И мы, к сожалению, отказались принять участие в этом, потому что посчитали, что слишком далекая территория, слишком много людей нужно привлечь. На сегодня эти заказы мы уже будем исполнять сами, я в этом уверен. Теперь по планам. По планам, так как мы упор делаем на 400-летие города Якутска, и это не означает то, что мы замкнемся только на городе Якутске, потому что мы будем смотреть на всю республику. У нас в планах изучить территории Алданского района, Момского района, в частности, Зашиверск и Олёкнинского. Опять же, все будет связано с финансами. Раскопки, экспедиции, они требуют, увы, больших расходов и согласованности действий. И при благоприятных обстоятельствах мы там будем проводить исследования. Но время у нас еще есть. Археологический сезон этого года только-только завершается, и у нас время есть и найти другие источники, и запланировать все это. Но признаюсь, что нам удается пока планировать на год-два вперед. Дальше из-за отсутствия государственной программы нам не удается. Очень искренне надеюсь, что когда-нибудь у нас будет своя программа, и мы будем уже планировать и года, и территории. Потому что, например, культуры Якутии, народов Якутии нужно изучать и за пределами Якутии. Тоже Иркутской области, тоже Забайкалье и так далее. Той же Аляски. Например, к примеру, во время раскопок по Каландаршвили были найдено очень много костей животных. А это очень ценный генетический материал, некоторая их часть. Соответственно, хотелось бы изучить следы этих животных, тоже якутских лошадей, за пределами, как и людей, гены людей. Вот сегодня в Верхоянск вылетели наши специалисты коллеги из музея Ярославского и музея Мамонта. Там на днях были найдены захоронения якутской культуры с конем. Это величайшая редкость в арктической зоне. И вот 2 ведомства туда выехали, чтобы изучить и человека, и коня. Мы не знаем результатов, но со дня на день мы получим первые их рассказы. Да, в понедельник они должны вернуться. Очень интересно. И если они скажут, что очень ценный материал достоин изучения, мы уже будем планировать проведение полноценных археологических раскопок на той территории. Ну вот смотрите, мы в начале нашей передачи упоминали о том, что наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин подписал указ о 400-летии города Якутска, и есть там рекомендации ко всем органам государственной власти, общественным объединениям содействовать. Может быть, под этот важный нормативно-правовой акт вы могли бы что-нибудь в инициативном порядке сформировать, и есть ли на сегодня вот комплексный план? Пока я вот про это не слышал. Возможно, есть в этом необходимость для того, чтобы действительно достойно встретить 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства, 400-летие нашего города, любимого города Якутска. Вот какие-то контакты на уровне взаимодействия с администрацией главы, может быть, с администрацией города Якутска у вас были? Да, совершенно. Вот как раз у нас тот период, когда разрабатывается эта программа, эти планы. Проводятся круглые столы. В 11 сентября был проведен на базе Института гуманитарных исследований. До этого была проведена стратегическая сессия с специалистами, где мы думали, на что делать упор к 400-летию города Якутска. И как и все заинтересованные в проведении работ органы, мы и свои планы тоже предлагаем. Естественно, мы упор делаем на увековечение наших памятников и на их восстановление. Соответственно, мы, например, там есть такой пункт, как создание музея,
создание музея города Якутска. Он сейчас есть, идет работа над его таким установлением, но мы хотим из него сделать орган, настоящий орган, который будет уже контролировать изучение и работать над изучением, сохранением культурного наследия города Якутска. Как это мы предлагаем сделать? Мы предлагаем восстановить объект культурного наследия мужскую прогимназию и на его базе сделать музей города Якутска. Соответствующее решение, поручение главы Республики Арсения Сергеевича Николаева от февраля уже есть. Мы над этим работаем. На сегодня готова концепция, на сегодня полностью готов план этой работы, экспозиционный план идет речь. И в будущем мы смотрим этот орган как орган, который будет концентрировать изучение долины Туймады и влияние города Якутска на остальные территории. Мы называем, что город Якутск — мать городов Северо-Восточной Азии. То есть определенная координация будет, такой координационный центр, который будет действительно какие-то направления поставить на контроль в инициативном порядке. Да. А вот смотрите, как-то мы можем увязать вот наше культурное наследие с развитием туристической отрасли? Обязательно. Это смежные понятия. То есть, почему мы сохраняем памятники? Чтобы его сделать доступным для населения. Нет такого, чтобы восстановить памятник и его закрыть. Это запрещается законом. Так и карается, что запрещение доступа к объекту культурного наследия. Поэтому все памятники, которые мы восстанавливаем, они должны быть доступны для посещения. Музеи, церкви, любые памятники. Мы на сегодня разработали такой проект и скоро начнем уже реализацию под названием «Серебряное кольцо Якутии». Партнерами мы смотрим молодежные общественные организации, ну и общество охраны памятников, по которому будет ряд самых ценных объектов культурного наследия республики, при посещении которых молодой человек, ну и все остальные, вне зависимости от возраста, правда, в 14 лет получат от нас признание в виде знака. И я думаю, что довольно-таки интересный проект, и мы скоро будем реализовывать. Это для того, чтобы нам популяризировать эти туристические маршруты. На сегодня наш туризм связан именно с природными объектами. Главным образом. Но природные объекты — это природные объекты. К их созданию наши народы Якутии не принимали участие. Поэтому мы должны еще и туда включить и памятники истории и культуры. Николай Иванович, я от имени всех телезрителей и радиослушателей хочу вас поблагодарить, потому что состоялся очень такой серьезный разговор, и я думаю, мы получили массу новой информации, и надеюсь, что в последующем в рамках воспитания молодежи, в рамках того, чтобы мы сохраняли историческую правду, ваша работа бесценна, и я хотел бы пожелать вам всяческих успехов в вашей трудной, но очень важной работе.